Нет, дергает, вон, дергает. Дергает, пока она там. Пока она там, не знаю, дойдет ли. Вес есть. Лунка маленькая. Вес такой, около килограмма. Вот она, вот она, вот она, вот она. Всем большой привет, друзья! 2 ноября. С добрым утром! Вчера мы открыли с Иваном Григорьевичем первый лед. Поймали 6 щук. Одна из них трофейная на 3900. Рыбалка вчера у нас удалась. Иван Григорьевич собирает шиповник. Как шиповник, Иван? Смотри, красно. О. Шиповничек собирает, вот он. Набирает витаминов на зиму. Вот такой вот шиповник везде растет. Везде его полным-полно. Остановились. Экологически чистый. Остановились по традиции на нашем местечке Козья Вэр. Проще говоря, елки. И вот такая вот обстановка на реке Печора на 2 ноября 2003 года. Берега у нас еще промыты. На лед еще пока выйти никак. Все зашуговано здесь вот. Низ дамбы. И остался небольшой перешеечек вот там вот на правом берегу по фарватеру, где лед еще идет. Вот, лед здесь у нас еще идет, не останавливается. Сегодня температура у нас минус 8 градусов. Вчера было минус 13. Но сегодня ожидается потепление. Завтра вообще +1. Говорят, да, +1 завтра. Вот оно, сплошняком идет шуга. И если быть точнее, сегодня у нас какой день недели, Иван? Четверг. Четверг. Лед. Неделю назад еще льда не было. Лед появился в среду. И за неделю вот такая вот ситуация появилась у нас на реке Печора. Сплошняком идет шуга. Ни о какой навигации речи быть не может. Навигация у нас закрыта. 2 дня назад с Романом подняли лодки. Это, не знаю, какое должно быть потепление, чтобы это все растаяло. И мы спустили лодки опять. Такого навряд ли уже будет. Вон ходили, следы вон. Следы ходили. Я говорю, там можно ходить. Вон, вчера все-таки покчинские здесь ходили, вон. Есть следы. Вон лунки. Саня с Гришей, да, вон попробовали уже ловить кариуса. Значит, по следам, если не похолодает, можно. Вот уже все здесь проверено. Ну, они безбашенные. Они вчера-то на озеро вышли, как будто к себе домой, как говорится. Все. Вот такая вот ситуация. У нас начинается новый день. Посмотрим, сработали ли наши жерлицы, которые мы вчера закинули. Живцом мы спасли, так что первым делом отдалбливаю жерлицы, меняю живцов. И по результатам сегодняшней рыбалки будем решать, оставлять жерлицы еще на ночь или поднимать. Скорее всего, поднимем и будем переезжать на другое озеро уже, да? Да. Я так думаю, здесь оно отлично нас отблагодарило на первое время, отличные щучки. И это еще не вечер, надеемся, что сегодня что-нибудь да мы поймаем. Надеюсь, поймаем и ту воробку, которая вчера откусила мой ратлин. Если веты большой нету. Да не, она поменьше была. Погнали. Эх, Нивушка, Нива, Нива снежная была. Ну вот мы и на озере. А сегодня здесь намного прохладнее, потому что сегодня дует ветер. И не очень-то и приятно находиться на льду. Первым делом разобрались с живцами, поменяли воду. Нам получилось их сохранить. Здесь вот крупные живчики, где-то штук больше 10. Здесь поменьше живчики. Григорьевич уже проверил свои жерлицы. Там она была пустая, щука украла. И вот вторая там тоже пусто было? Нет, тут есть, но кулема. Кулема, мертвый живец. Как мы видим, сегодня у нас коллеги по
больные рыбалки еще одни. Коллеги по болезни нашей. Вот 3 человека с собачкой в конце озера на выходе. Там что-то обосновались, бурятся, рыбачат. 3 тангиста и собака, в общем. И ни одного загара. Вижу загар, есть один загар. Так что первым делом сейчас беру живцов, беру пешню и проверяю сначала загорелые флажки, ну а потом все остальные будем проверять, менять живцов и ждать улова. Рыбачить сегодня по-любому будем до темноты, потому что вчерашний опыт нам показал, что это дело надо держать до последнего. Григорьевич тут, прежде чем насадить живца, пару раз ударил со всей дури об лед, чтобы живее двигался. Да, Иван? Сначала со всей дури об лед, потом только на крючок, чтобы лучше двигался. Да, Чтобы... жизнь медом не показалась. Да, сейчас посмотрим, как насаживает живца. С тройником эта херня не получится, наверное, засадил был. Получается, но... Тройник потом уходит иногда. Да, иногда, да. Лучше делать с двойником это дело. Куда я? Вот, тройник. Тройник он. Вот чердушку пропустил. И также на крючок. О, Но бывает слетает, да? бывает, слетает. Ну, тут подтянул. Сука, туда-сюда если дернет, да. Главное, поводок до конца затяни. Вот, да, вот, все. Он затянутый. Все, и пусть живет. Иди живи. Живи. Не. Все, пошел. Вот такая вот жерличка Ивана Григорьевича. Да, Ледок замерз сантиметров 5, да? да, ставим посередке, чтобы это... Минус 13 вчера было, ночь была ясная, лунная. Да, холодная. с вечера-то... У нас 2 загара, Иван. 2 загара вижу. Ну, это вот эти свежие на углу, наверное. Нет, вот они здесь, вот 2 загара вижу. Сейчас пойдем посмотрим. Так что у нас уже есть надежда. Ну вот такая вот красота. Вообще приятно наблюдать, когда горит флажок. И вот рядом на соседней жерлице тоже горит флажок. Кстати, не знаю, я или не заметил, но мне кажется, когда приехали, флажки не горели. Потом заметил один горячий флажок. Потом пригляделся. Может быть, даже сейчас утром они загорелись. Не знаю, сейчас мы будем смотреть это дело. Аккуратненько. Не спеша. Так вот. Так, ну чё. Пробуем. Леска там, по центру. И никакой натяжки не чувствую. Не. Сход, скорее всего, сход. Щуки нет, это точно. Ушла собака. О, сход. И живца нет. А живец здесь был наживлен через жабры. Так что никак она, по идее, сам по себе живец не смог уйти. Вот такой двойничок. И, к сожалению, пусто. Ну ладно. Не теряем надежды. У нас еще загар есть. А это наживем свежего живчика такого вот. Окушочка. Так, с двойником намного удобнее, чем с тройником. Мне кажется, если щука уже взяла, заглотила, то уже наверняка. Вон вчера какая крупная, еле горит, сотку влезла. Ну, нормально. И чем мельче живец получается, тем она лучше его заглатывает. Да, вымотала полностью. Щука была, щука ушла.
Так, вторая жерлица сработанная у нас. Никакой натяжки. Тоже по ходу сход. И живец здесь даже целый, дохлый, пожеванный, но целый. Оставляем живца кедровкам, пусть грызут. Наживляем свежего живца. И будем ждать новых сработок. Друзья, только отпускаю жерлицу и чувствую, что кто-то там дергает. Сначала натяжка, только начал настраивать глубину, кто-то жует нашего малька. И сейчас мы попробуем подсечь. Что-то, блин, вырвал с рта, получается. Но что-то небольшое, щуренок. Кто-то жевал его. Я только-только начал настраивать глубину. Смотрю, кто-то дергает. Надо было дать ему заглотить. Я вот так вот раз, два, три. Начал и смотрю, у меня кто-то задергал. Значит, рыба здесь есть. И рыба не поранилась. Так что, скорее всего, очень скоро здесь будет поклевка. Я так думаю. Так вот. Ну, что-то очень маленькое, легкое. Вот, ну что, 2 сработанные жерлицы проверили. 2 загара. И больше пока ничего. Так что идем потихоньку и начинаем проверять жерлицы, менять живцов. Так. Ну а здесь мы видим вот такую вот картину. Флажок лежит в стороне. Флажок лежит в стороне. Катушка размотана полностью. Значит, здесь щука у нас была сработка. И она есть, вон, видите, да? О. И она дергает. Нам сейчас надо аккуратно это все дело раздолбить и попробовать ее вытащить. Так, держим. Главное сейчас не перерубить леску. Иван Григорьевич песня как нож острая, но под неправильным углом немножко она... Он здесь вот сточил. Вот так вот надо сточить. У него очень крутой угол. И песня не входит в лед, а втыкается в него. И не рубит, получается. А леску-то она махом перерубит, если промахнуться. Свою песню я не взял. Так, ну все. Это дело мы сделали. Почистим луночку. Опять же не взяли лопатку. Не бережем руки свои, не бережем. Так, ну, с Богом. Попробуем. Все. Нет, что-то еще идет. Вроде бы как. Сейчас смысла подсекать нету. Не, дергает что-то, да. Она пошла туда. Сейчас от белого света она дернется. Вот она. Вот она. Ух, Инскадан. Седьмая красоточка. Попала на плотвичку вот такую небольшую. Ну вот. Сейчас будем тебя отцеплять. Во.
Вот такая вот. Вот такая вот красотулечка, вот такая. Вот такая вот Янцкадан. Здорово. Есть щука на нашем озере. Сегодня мы с полным набором инструментов. Инструмент не тяжелый, но инструмент очень и очень нужный. Вот так вот. Открой. Скажи а. Скажи а. Ух ты. Прямо, да, желудка. Вот так вот. Все легко и просто, когда есть инструмент с собой. И с двойником вот так вот освобождаем двойник. И все. Вот так вот. Красота. Ох, Как налим раз. на эту штуку, если она попадет, только налим сразу. Опа, взял хребет и переломал, ближе ведро. Что переломал? Хребет прямо об ведро ударил. Да, ну, Пока мы проверили верхний участок жерлиц, нижний еще вот у нас осталось. Тут раза 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук еще осталось там проверить. Иван Григорьевич тут даром времени терял. Вот он накидал уже тут плотвишек, вот таких вот всяких яких. И кучу живцов там поймал. Вот он уже там дополнительно. Говорит, клюет хуже, чем вчера. Ну и позже приехали, да? ну, Долго спим. Вот у нас пока вот такая. Главный флажок вылетел, я не заметил. Флажок валяется. Вот. Ставы сбор. Сейчас все поменяем. Дай бог еще что-нибудь догульнет. По идее, надо бы, конечно, было бы и места поменять. Покушок, наверное. Этот резкий парень. Резкий парень. Это да. Нет? Опа. Ты, блин. Резкая плотвишка. Резкая какая-то. Это Вот, самец. блин, не взяли пятишку, но попробуем их это. Самец. Что, крупный думаешь? А? Крупный думаешь, на живца не пойдет? Конечно, туда какой живец. Ты, блин, на живцов. На налима-то пойдет? Да, ну. Быстрее, чем мелко. Да. Конечно. Ладно, покидаем пока. Потом видно будет, разберемся. Блин, не взял пятишку, но если получится, я полное ведро возьму, воды также поменяю. И до дома, надеюсь, довезу, денек поживут, ничего им не будет. Вот, ладненько, пошли дальше проверять. Так, ну вот, дело сделано. Отдолбили все свои жерлицы, проверили, поменяли живцов живых и переставили в конце озера, там, где мы вчера заходили. Я не знаю, что там, подводное течение или что. Везде, главное, все замерзло, лунки замерзли. А там мало того, что не замерзли, там лунки размыло. Лед очень опасный, почернел, видно все через лед. Вода с лунок прет и размывает. Даже вот от пешни вчера что тюкали, проверяли, шли. Были вот такие вот маленькие отверстия, стали вот такие большие. В общем, лед размывает, и крайние жерлицы немного переставил. В течение дня тоже дальше попробую места поменять. И все. Опа-на. Друзья, у нас сработка. Сработочка. Так. Берем живцов. Вот у нас 3 мелких осталось, там еще целое ведро. Так. Замерзать не надо, вон пока еще жесткий минус. Ведро все замерзает, но по прогнозу к вечеру уже обещают 0 градусов. Кто говорит минус 2, кто плюс 2, но около 0 будет точно ветерок. Пока еще холодный, но повернул уже на южный. И ожидается потепление. В Москве уже плюс 14 градусов. Вчера Серега мне написал. Серега, привет, если смотришь. Сергей Силантьев. Познакомились благодаря Ютубу. Был у него в гостях. Отличный мировой мужик.
Огромный тебе привет с лесного озера. Вот наша жерлица. Сработочка. Это та жерлица, которая сегодня утром небольшая маленькая щучка дергала при забросе. Да, это зеленая жерлица. Все-таки она подошла еще раз и аккуратненько еще раз дернула. Но это не факт, то что она попадется. Нет, дергает, вон, дергает. Дергает, пока она там. Пока она там, не знаю, дойдет ли. Вес есть. Лунка маленькая. Вес такой, около килограмма. Вот она, вот она, вот она, вот она. Вот она, Янскадан. Вот она, щучка. Красотка. Красотка. Красоточка моя, Янскадан. Ну да, где-то около килограмма так и есть. Ну, утром мне показалось, или просто она только схватила живца и дергала еле-еле. Вот еще один зубастый трофей. Вот вчера такая где-то у меня балансир и оборвала. Вот такая вот красота у нас. Вот такая вот красота, Янскадан. Красивые озерные щуки. Здорово. Сегодня вторая. Еще не вечер. Я так думаю, будем стараться. Можем поймать еще. Круто, друзья. Первый лед удался. Так, ну что, дело сделано. Жерлицы мы проверили. Можно и порезвиться. Иван Григорьевич кричит, хорошего окуня поймал на блесну. Просверлил десяток лунок. Тоже взял вот блеснилку. Но не ту. О, вот щучка наша прыгает. Надо подальше убрать, чтобы лунку хоть не запрыгала. Не ту, которую Мишка мне подарил в этом году. А блесна-то его. Но взял блесну покрупнее. На всякий случай, если ударить щука, может быть, леску не перекусит. В общем, поставил самую крупную блесну. И попробуем. Может, что клюнет. Поиграем блесной. Сначала, для начала. Немножко, минут 15, наверное. 20. Ну, десяток лунок вот этих обойду тоже. Покидаю буквально 10-15 забросов. А потом хочу попробовать, у меня где-то был балансир, и просто жерлицы размотаю толстую леску 0,5, она с поводком у меня, накручу на ту удочку, которую вчера откусила у меня щука, и попробую погонять балансир. Ратлина у меня сейчас с собой нет, а я так думаю, если рядом с щукой будет прыгать желтый балансир, в принципе, на этот балансир я как-то тоже ловил уже одну щуку, есть шанс попробовать поймать нашу зубастую воровку. Хотя, возможно, мы ее уже и поймали, хрен ее знает. Так, а там, походу, у нас сработка, друзья. Сработочка. Бежим. А я бегу. И все бегут. Ай. Вроде бы да. Да, сработка. Сработка на той жерлице, на которой вчера оборвала мне ратлин. Сегодня я туда переставил, вернее, жерлицу с опасного места, где промыло, на новое место. А? О, красавец! На балансир? А у меня сработка опять там, где вчера оборвала. Я сегодня переставил там. Я еще думал, ну так,
плотненько уже здесь жерлицы стоят. Я оттуда поставил на новое место. Неужели она вообще не двигается? Ну, если так, придется взять ледобур. Вон, да, я поставил с конца. Вон здесь стояла жерлица. Я поставил сюда, крайнюю, да. И сюда поставил. Вот она стояла там всю ночь. Вот здесь всю ночь. Здесь вчера щука у нас попала. Уже вон крой Иван Григорьевич ее вытащил. И вот опять сработочка. Таким макаром надо будет, если она вообще не двигается, менять места. Буриться и менять места. Посмотрим. Что у нас? Вымотала? Нет? Вымотала полностью. Ух ты. Ух ты. Что-то идет. Пока идет. Пока идет. Опа, есть. Есть, красотка, есть. Есть третья. Енцикадан. Поменьше немного. Ну, наша. Это уже далеко не карандаш. Наша красоточка. Отдай окуня. Ладно, выплюнешь, нет так нет. Вот такая вот красотуля. Третья на сегодня. Енцикадан. Ну вот. Спасибо, озеро, за щучек. В этом году на первый лед все получается. Так, друзья, у нас сработка. Опять сработала та же жерлица, которая вчера нам поймала трофейную щуку на 3900. Вот пошла тянуть. Вот она пошла тянуть. Сейчас мы дадим ей, торопиться не будем. Только-только что прошел. Вот Иван Григорьевич пробурил луночки, 2 окуней поймал. Я также вот с блесной только-только прошел рядом с жерлицей. 2 метра. И бамс, сработало. Во. Пошла. Пошла выматывать. Спешка здесь сейчас точно не нужна. Хоть и живцы не крупные, надо все равно дать ей время заглотить. Ну, что-то не тянет вообще. Натяжки нет. Нет натяжки. Хреново. Пошла. Все. Там дальше петля. Да ладно, будем пробовать. Так. Ну, Господи, благослови. Сорвал сорта. Нет. Нет, еще пока нет. Пока еще идет. Опа. Опа, есть. Подождали и все-таки дождались. Ну и хитрая. Вот это хитрюля. 4-я на сегодня, Иван. Нормальный харий. Так что Енцикадан. Этот, у меня это племянник, говорит, друг у него приехал, ловит судаков. Ну и он вытащит судака, а тот такой заядлый рыбак рассказывает, там нет, там рыбачит. Он вытащил, говорит, а он смотрит, говорит, о, какая красивая щучка.
Вот, немецко, да. Так что у нас... Тут на этом месте, где мамка попала. Да, где мамка, там и дочка. Вот такая вот красотулечка. Здорово. Улов растет, Янцкадан. И еще не вечер. Дай бог, вон жерлицы стоят. Сейчас будем менять места. Может быть, что еще клюнет. Ну так, без труда не вынуть рыбку из пруда. Славно потрудились, вот славный улов. Так, ну вот и окушочек. Оп. На блесну тюкнул. И там у Ивана Григорьевича вон 2 окуня хороших тоже. Вон какие 2 красавца. Вон. Потихоньку начал окушок расклевываться. Живчиковые тоже клюют. Вон сколько тут их. 1, 2, 3, 4 поймал. 5-го насадил уже. На ту жерлицу, где щучка попала. Не так, чтобы каждый заброс. Но нет-нет. Поклевывают. Я как понял, стаями крупный окунь здесь не ходит. Ходит в одиночку. Если попадешь под нос, он клюнет. Нет так нет. Ну, ничего страшного. Долго времени на каждой лунке не теряем. Буквально 10 забросов. Все, идем на следующую. Иван только здесь прошелся. Я считаю, после Ивана иду. И уже на тебе. Живцов, если получится сохранить, закину в тюрьму. И попробуем в дальнейшем их использовать, когда буду ставить палки на налимов. Хотя и говорят, что окунь, вернее налим на окуня не ловится, но я точно знаю, что еще живца поймал Иван, что лично я ловил и налима, и щук, так что в любом случае это лучше, чем гальян покрупнее. Опять Так. политику не будем. Так, ну что, рыбалка рыбалкой, обед по расписанию. Говорят потепление, что-то я потепления не ощущаю. Прохладненько, да? Завтра +1. Сегодня вечером уже говорят плюс будет, Ну. посмотрим. Ну, В общем, ветер южный. короткий перекус, чайковский с термоса. И потом уже пойдем, наверное, поменяю жерлицы, местами немножко буду переставлять Ну лунки. Потому что вот сегодня вот поставил буквально рядом с этой жерлицей, которая Мгм. всю ночь стояла. Пожалуйста, поклевка там, где вчера была. Здесь немного пробурюсь. Можно вот, даже вот где мы окуней ловили. Да-да-да, пару штук там поставлю. В общем, время есть у нас. Переезжать на другое озеро никуда не будем. Сегодня будем сворачивать удочки. Сегодня выезжаем домой. План, по большому счету, мы уже выполнили, даже перевыполнили. А тут сколько не приходят, не клюет. Так он, даже вот эти наши коллеги Ага. по рыбалке, как говорится, ну что здесь, говорит, что поклевывает? А видят у меня живцы плотва. Что здесь в озере плотва есть? Я говорю, ну есть вообще-то, говорит. Я говорю, и щука есть. Так я тебе за что и говорю, если бы все умели ловить плотву, тут бы ее не было. А так, вот одна лунка ловит, я приду, я говорю, да я знаю, где там лунка. А, кстати, Иван Григорьевич сказал, что плотвы в этом озере, как начали ловить щуку вот 5 лет назад, начали ловить щуку жерлицами, стало больше. Да. Начало да, плодиться. да. А Так тогда что- были вот все вот такие ловились. Вот Не- в том не, месте. не успевала вырастать, да, щука? Да, его? ну вот такая растет, а крупнее не было. Так что
по большому счету мы делаем доброе дело. То, что вылавливаем щуку, Щуку тем более выловили. А на следующий год будет отнереститься больше еще. еще плотвы. Раньше здесь много плотвы было. Я помню, отец сети здесь ставил, он здесь Ну, ведрами ловил, блин. Ну, потому что щуку вылавливали. Сети стояли, щуку вылавливали. Наверное, да. А тут, ну, если кто-то ставит летом сети, ну, щука, ты же видишь, пару как вот штук, да. рядом, а она там не идет туда. Да Она- и тем более вот такая крупная, она порвет сетку, да и все. Конечно, у них свое место, как говорится. Вот я же говорю, идем вдоль берега. Ага, нет, окунь вот здесь есть 5 метров туда, 5 метров нет. Не ходит, ну. Вот, так что еще не вечер, рыбалка продолжается. Надеюсь, мы сегодня еще Чаек попили. увидим Спасибо. загары. И дай бог вытащить второго такого же крокодила, чтобы было поровну. А, хоть бы не клевало, хоть бы не... Не, чтобы не резать. Я когда-то семгу поймали. Ну, поймали, блин. Ну, нормально поймали. Ну и как раз так бы раскидать, да, нормально было бы. Ну, надо еще одну. Напарник, поехали, блин, это тюрьма, блин. Я говорю, это рыба пока. И все. Ну, потом что-то посчитал, вроде бы нормально. Поехали, приезжаем, одной все равно не хватает. Я говорю, ну что делать? Он говорит, да забирай ты, хоть половину забирай, блин, ты же лови. Я говорю, так какая разница, я ловлю, мы вместе отвечать. Говорю, так отвечать. Вместе, да. Свои ребята. Блин, я же не буду, блин, на тебя спихивать, нахуй. Мы оба ловили. Да. А теперь красную рыбу с красной икрой только Да. в магазине покупаем. Да, теперь... Да нет, я раньше сплав идет, бревна, и между бревен семга прыгает. Ну, Это все сетка виновата, что в устье реки да и в то время говорили на Ну, в то время Риан-Марсе, сетки не было. на Риан-Марсе говорили, все равно каждый день на Москву отправляли 2 самолета с рыбой. А она взяла, да и сменила маршрут на Норвегию. А вы ешьте озерную, которую в аквариуме разводите. Нам семга не нужна, нам щук хватит. От них Лучше- изжога, да? А щука еще вкуснее. У меня вот семга изжога. Я не люблю. Так что как-то вот так. Все, ладно. Покушали, попили чайковскую, поехали дальше на озеро. Поехали мучить окуней. Да. Так, друзья, бегаю по озеру, пробурил кучу лунок. Потихонечку ловлю живца. Не знаю, случайность это или совпадение. Ну вот, поймал уже 3-го окуня подряд. Вот такие более-менее окушки. Ловлю на блесну. Вот там одного. И здесь 2. Сейчас попробуем. Попробуем поснимать. Правда, когда включаешь камеру, они почему-то перестают ловиться. Ну, вдруг стайка. Такие на живца уже точно не пойдут. А на уху или на сковородочку всегда пожалуйста. Так. Надеюсь, видно. Был сход одной щуки. Чуть дальше вот там. Я прямо видел ее в лунке уже. Ну, небольшая такая, грамм на 600-700. Вот эти живчики. Надергал уже штук 15, наверное. Постараюсь их сохранить для налимовой рыбалки. Все-таки, надеюсь, река скоро встанет. Может быть, за берег уже есть. Не проверял. Но это надо заводить мотобуксировщик «Ураган» и выезжать. Но по плану у меня еще проверить пару озер. Половить щук, если получится. Так что на лимовую рыбалку пока начинать не будем, потому что в каждый момент может начаться потепление.
И если мы выставимся на Печоре, все может уплыть. Так что начнем рыбалку по Налиму тогда, когда уже конкретно река встанет. Спешить некуда, тем более по такому первому льду на Печоре очень и очень опасно. А живцов заготовить никогда не мешает. Как бы запас в карман не тянет. Главное их сохранить. Вот. Крупных окуней здесь 2 штуки поймал. Там вот одного. И все, кончились. Но мелочь долбит. Так что потихонечку дергаем. Рыбачить нам осталось немного, пару часов. Потом начну собирать жерлицы, потому что, ну, в принципе, можно оставить до темноты. Собирать под фонариком, потому что если будет так, как вчера тоже целый день стояли и тишина, а под вечер было все красиво. Так что фонарик есть, спешить нам некуда, уезжаем домой, стемнеет и потихоньку начнем собирать. Вот, переставлять уже смысла нет. Нет, смысл-то есть, конечно, но не будем. Будем получать удовольствие. Рыбалка для души, так сказать. В надежде на крупного окуня, он тоже здесь есть. В надежде на щучку. Ратлина у меня больше нет, так бы я гонял ратлин. Балансир есть, но уже не буду. Нету хорошей лески. Можно было, конечно, размотать одну жерлицу, но там слишком толстая. Надо хотя бы где-то лесочку 0,3. Это на другой раз. Пока дергаем живчиков. Григорьевич там тоже что-то наклонился, уже стоит над одлонкой долго и упорно. До ящика, главное, метров 20 от него, но за ящиком не идет и очень долго стоит. Там то ли клюет кто-то, то ли что. Рыба не прыгает вокруг, но упорно стоит над одной лункой. А я вот тут пробурил вдоль кустов, вдоль берега. Сколько тут еще лунок? 10, наверное, 15. Будем пробовать. Все. Все. О, еще мелкий крупняк кончился. Вот такие вот живчиковые окунярики. Была бутылка 5-литровая с дырками. 100% бы я их сохранил. Просто пересыпал бы, выдолбил майну, закинул, да и все. Но, к сожалению, с собой не взял, забыл. Попробуем довести до дома, а там уже съездить до Печоры или до ручья какого-нибудь и закинуть туда. Продолжаем дергать живцов. Вот их сколько уже надергали, штук 30, наверное, если не больше, 40 может быть. Да, Иван, там, говоришь, да, надергал? Там полное ведро. Полное ведро живцов. Короче, Их бы сохранить, так, блин, около сотни. Будем перед выездом домой, попробуем их поменять воду, свеженькую налить. Доехать-то не доедут, но там надо... На руке ты снял, да, эту 20-ку или 30-ку? Какую, на каком ручье? Ну, большую эту ловушку снял. Говоришь, а 5-шку потерял, да? Да, ту 30-ку-то, конечно, я убирал летом. Она у меня вообще на избе, я на избе забыл. Я же думал, еще туда поеду, и она у меня на избе. На избе все ловушки у меня. Так что как-то надо будет сделать новый садок, новую бутылку с отверстиями. Дрожанул его. О, Григорьевич только мне кидает. Попробовали состыковаться, вместе встали, лед затрещал. Я говорю, больше, говорю, так не надо делать. Отдай червя, друган там ждет, а ты, блин, зажал. Блин. Кидай подальше. Ну, что-то ты близко. У него же сотрясение мозгов будет.
живчики какие классненькие. Че на лиму, какая разница, что ёрш, что окушок? На окуня что-то хуже берет. Не знаю, это, мне кажется, легенда. Я сколько ставил, так же ловился на лим. Да. А щука так, наверное, еще и лучше берет, блин. Я вот сейчас грамм по 300, 350 вот такие окуня, и то щука их хлопает здоровых, блин. Окунь же вкуснее. О, этот покрупнее уже, не намного. Ну, живчик, отличный живчик. Блин, вот река встанет. Если получится сохранить мне вот этих живцов, мы все увидим налимов, пойманные с помощью этих живцов. С помощью именно окуньков. Мы разрушим этот миф, что на окуня налим не клюет. Конечно, я не буду спорить, что озерный гальян самая лучшая наживка. Тут вопросов нет. На окуня зато, наверное, хариус не клюнет. Язь, не знаю, язь, мне кажется, все съест. Посмотрим. Главное, чтобы быстрее замерзли забереги. Ну, я вам повторюсь, в планах у меня проверить еще пару озер, потом уже начнем заниматься рыбалкой по налиму. Ну, а пока совмещаем полезное с приятным. Ловим щук и заготавливаем живчиков. Так, друзья, закончили мы с живцами. Наловил огромную кучу. В маленьком ведре, большом ведре. В общем, поменял воду, свеженькую налил, чтобы сохранить их. Уже взял вот сумку, хотел пойти в начало озера, начать собирать жерлицы. И тут что-то смотрю вдалеке, ну вроде бы загар. Ну вот, подхожу точно, загар. И эту жерлицу я опять же переставил сегодня оттуда сюда. В общем, на 100% это еще один раз подтверждает, что жерлицы нужно менять местами. Буквально немного переставил, и вот, пожалуйста, сработка. Оттуда сюда поставил, вот здесь вот была, вот она, да, здесь была сработка, здесь 2 щуки поймал. В общем, надо переставлять. Зря мы поленились, надо было переставлять, как мы видим, срабатывает. Ну все, сейчас посмотрим, что нам клюнуло, вымотало полностью. Опа, мы с собой ничего не взяли. Вон как замерзло все. Все замерзло, все замерзло. Ну, думаю, должна влезть. Сегодня пешню это все долбил дело. Так, натяжечка у нас есть. Натяжечка у нас есть. Дай бог, чтобы это была щука та, которая с ратлином. Запутала. Зацеп. Зацеп. Ну, дай бог, чтобы это была только трава. Вроде пока идет, но очень и очень тяжело. Что-то тащим корягу какую-то. Какую-то корягу тащим. Все, пошла легче. Вот она. Ух ты. Охренеть. Я-то думал. Круто-то. Вот. Вот что мы тащили, получается. Вот такая вот шурагаечка. Но заглотила до шахты. Так что смысла отпускать ее нет. Придется забрать. Если бы попала куда-нибудь за губу, можно было бы, конечно, оставить. Но вот попала на плотвичку такую. И смысла нету. Вот она. Нету. Все, бесполезно. Так что пишите, не пишите.
в комментариях, что я такой-сякой. Отпускать этого головастика я не буду. Не вижу смысла, все равно подохнет. Потому он желудок, вон здесь крючок. Забираем чуренка. Ладно, забираем и начинаем собирать жерлицу прямо с этой жерлицы. Вот, Иван, еще одна шурагаечка заглотила. Короче, пошел я с того конца. А там, не знаю, я что-то куда... Там что-то ширкнул, я что-то не увидел. Оно может сработало, может крайне, я уже оттуда последний. Что-то я смотрел, нихуя не вижу. Пойду начну собирать с конца, короче, потихоньку. Ну, я принес оттуда 10 еще ведро. Жерличных Да. не подохнут. Не, я на тряпку их там складывал, ну, вначале в воду, потом... Ты чё на это не садишься-то? А? Чё сиденье-то не садишься? Да, что-то, блядь. Чтоб сиськи стояли? А? Чтоб сиськи стояли? Ага. Знаешь, да, бабка-то пришла, короче, говорит, у меня, говорит, сиськи не стоят. Да, так он Да, ходит, говорит, как наклонись, еще ниже, еще. Теперь стоят, так и ходи. бабка. Так и ходит. Ой, что-то ветер. Что-то я не вижу потепления нулевого, да? Ну да, ветер поднял. Может быть, на пару градусов ты потеплело, но из-за ветра еще холоднее кажется, блин. Ладно, посмотрим. Пошумим, может, пройдемся, может, это щук разбудим, вот так вот будем идти. На обратном пути соберем. Сейчас они спят, получается. Давление падает, они спят, не шевелятся. Надо переставлять жерлицы. Попадет под нос, может быть, клюнет, а ходить они гулять не гуляют. Так, погода совсем у нас испортилась. Дошли до крайней жерлицы. Вчера она уже нам подарила щучку, и, как мы видим, сработочка, загар. Леска полностью вымотана. Сейчас посмотрим. Лунка замерзшая. С утра мы поменяли здесь живца. Сейчас попробуем. Блин, точнее не взяли. Надеюсь, влезет в лунку. Натяжки вроде бы нет. Есть, что-то дернуло, что-то есть. Что-то дернуло. Небольшое, не крупное. Нормальное. Вот так вот, Янскадан. Еще одна шурагаечка. Чернявенькая такая, озерная щучка. Ну вот. Места менять нужно, но вот две лунки, которые нам дали по две щучки. Ну это уж точно озерная, вон такая черненькая щучка. Нормально. Получается раз, два, три, четыре. Если шурагай, то 5, шестая. И еще не вечер. Пока поднимаем, может быть, еще что-нибудь доклюнет. Капец, смотрите, что стало с погодой. Туча лопнула, и как с подушки пух, перья, пошел падать снег. Еще и с ветром. В общем, все. Сматываем удочки, валим домой. Чем быстрее, тем лучше. Походу дальше будет больше. Сейчас все заметет. Предупреждали о потеплении, вот походу оно и идет. Ветер юго-восточный получается. И просто заваливает все снегом. Собираем манатки. Как вы думаете, у природы нет плохой погоды? Я что-то начал сомневаться. Она, наверное, все-таки есть. Смотрите, вот. Вот что творится. Иван Григорьевич от меня
В 50 метрах, 60 максимум, его уже практически не видно. Это же полная же. Ну ничего. Собираем полным ходом жерлицы и валим домой. Скоро подведение итогов. Полным ходом идет сборка жерлиц. И пока не стемнело, решил подвести итоги сегодняшнего дня. Григорьевич пошел за пакетом. В общем, сегодня вот нас порадовали вот две такие вот щуки, красавицы. Где-то около 2 килограмм, наверное, каждая. Потом килошечки такие вот, где-то кило с чем-то, может быть, раз, два, это чуть меньше, 3 сейчас было, и щуренок 4, раз, два, три, 4, 5, 6. Куча живцов вот поймали, в ведре куча живцов. И вот это прочая мелочевка, окушки, что покрупнее. В общем, собираем рыбу. Общее подведение итогов, общий улов, это уже дома. Не дома, а в избе сейчас. Встанем, высыпем щук. Этих-то мелочевку-то ладно, что считать. А щук посмотрим, раскидаем. В общем, скоро все увидим. Ну а пока собираемся по-быстрому, или как получается. Погода сменилась резко очень. Запомнили, да, улов? Раз, два, три, 4, 5, 6. Это еще, возможно, не окончательный результат, потому что жерлицы еще стоят. Я их собираю, и теоретически возможно, что что-нибудь доклюнет. Дай бог. Неплохо и на сегодня, да? Да, конечно, это ж красиво, да. Обалденно, Янцикадан. Да. Он даже как дрова наложил, аж пакет не лезет. Ну, Надо было мелочевку сначала, наверное, нет? конечно, сейчас ребята 2 минуты 5-го. убрались. Угадал. Да. Практически стемнело, но мы, в принципе, справились. Все, жерлицы собраны. Все собрано, все в машине. Григорьевич уже... И озеро, до свидания. До свидания. До новых встреч. До свидания, озеро. Спасибо за первый лед. Спасибо за щучек. Спасибо за трофейную щучку, порадовала. Да. Все очень хорошо, очень довольны. Дай бог тебе дальше плодиться этой рыбе здесь, на этом месте, чтобы радовало людей на первый лед. Да. Получилось Всё. красиво. Красиво. Ну а теперь общее подведение итогов, это уже дома, Да. на летней кухне. Погнали. Здесь больше делать нечего. Нечего, да. Пока. Так, ну давайте самое приятное. Добрались мы уже наконец-то до летней кухни. До дома еще нет. Сейчас соберем, раскидаем рыбу и поедем домой. В общем, такой улов у нас за 2 дня. Это раз, ну, вчера 6 и сегодня 6. Просто размеры немножко разные. Сейчас попробуем по весовой категории их раскидать, чтобы был вес 1. И потом поделим, что кому. Ну, есть тут вот эта мелочевка окуня, плотвички. Так, вот 2 пакета. Что пожарить, что коту. Сейчас поделим эту одну кучку на 2 кучки. Итак, раскидали в 2 пакета эти кучки. И примерно у нас получилось в этом пакете с крупной щукой, и подобрали по весу, получилось у нас 6,150. Чистой щуки тут, щучатины, так скажем, 6,150. 6,150. А в этом пакете 6,125.
разница всего 25 граммов. Да, и- На 25 граммов здесь меньше, здесь на 25 граммов больше. но там в ней кишек больше. Да. В общем, получилось 12 килограмм щучатины мы Да. с Иваном Григорьевичем поймали. И давайте еще для Мелочь общего можно. веса. Тут у нас получается, ну я скажу, килограмма 4, наверное. Нет, 3. А? 3. 3200. 3200, я скажу, 3. 4 я сказал. Да. Сейчас посмотрим, работает ли мой глазомер. Ни твое, ни мое. 3725. 300 я ошибся. Я 700. А, Нет, я ты 500. 500, я 300. Ну, примерно, видишь, одинаково. Это тут остальная мелочевка. Посмотрим, кому попадет какая щуки. Мелочевка-то ладно, мелочевку Иван Григорьевич заберет себе. У меня кота нету. Окуня осенью наловил. У него харюса тоже полные. А щучек сейчас мы раскидаем. Сейчас я одену камеру на голову, чтобы у охотника Сулеймана все по-честному, без обмана. Так. Иван Григорьевич сейчас повернется. Не, я вообще выйду. Нет, а потом это кричать там никак будет. Вот так вот, повернись просто, да и все. Вот. Так, вот замок. Сейчас я положу этот замок на кучу рыбу, и ты скажешь, кому эта куча рыбы с замком. Тага-дага-дага-дага-дан-тан-тан, кому куча щук с замком? Ну, давай мне. Ну, тебе вон с замком. Черный пакет. Да, чтоб я Э, не гадал. Да, вот. Тут количеством больше, тут крупная, трофейная получается. Да. Это мне, это тебе мелочь тоже. Забирай коту, да что ты там пожаришь это. Все. Все по-честному, без обмана. Раскидали. Спасибо за компанию. Первый лед, я считаю, удался. Порадовал, конечно, трофей. Сейчас многие, конечно, скажут, опять Иван Григорьевич обегорил, трофейную большую себе Ну и взял. пусть, а что же, ну, это же по чесноку. Зато количеством больше. Да. Вот. Зато больше голов, я их чих-чих и на холодец. Да. А у меня одна голова. Вот. А, Штучно, вот так штучно у меня позвонок. получилось там раз, два, 3 штуки у меня. А у тебя У 7, меня 8, 9 получается. Если 12, да, 9 штук, у меня 3. Как-то вот так. Такая вот рыбалка. Такой вот первый лед. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Да. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Иван Григорьевич. Да. Пока-пока. Приглашаю на холодец со щуки. Заливной. Ну, а я на малосолку. Щуку мы любим Да, малосольной. вот там Жарим сало. только голову и хвосты. Остальное все солим. Да, там как это, там будет сало. Как сало резать придется. Да. Подморозил чуть. Всем пока. Увидимся. Красота, красота. Ну, хорошо, конечно, красиво. Красиво, все. Красиво. Все хорошо. До новых встреч. В эфире.